Вот каждое утро мы желаем вам отличного настроения, да, затрагиваем темы такие сложные, но, как показывает практика, готов, осведомлен, значит вооружен, собственно, да. Именно вот в первые минуты можно успеть спасти жизнь. «Успей спасти жизнь» — именно так называется общественный проект, руководитель которого сегодня вместе с нами, Алсу Анварова, человек, который помогает, осведомляет, когда мир сказал, обучает всех желающих оказанию первой помощи. Алсу, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот здесь вот я даже ремарочку небольшую внесу. Алсу и ее команда. Да, это совершенно верно, потому что одна бы я такой масштабный проект просто не вытянула, потому что за месяц мы обучили 750 человек. За месяц. За месяц мы обучили 750 человек. Это просто колоссальная работа, потому что это школьники, да, то есть мы пошли туда, где есть большое количество тех, кто вовлечен. А кто у нас активную жизненную позицию? Да, это подростки, это молодежь, это люди с какой-то активной жизненной позицией. И вот на днях у нас во вторник было мероприятие в Межвузовском кампусе совместно с консалтинг-центром, с Ассамблеей народов Евразии. У нас было мероприятие на 80 человек, где мы обучали людей оказанию первой помощи с отработкой на манекенах. И народное тело верхнедыхательных путей, основа базовой реанимации, как правильно алгоритм оказания помощи. Вот все вот это мы объясняли, это было совершенно бесплатно и доступно для каждого. И, собственно, общественный проект «Успей спасти жизнь», он продолжается. Да. Желающие могут присоединиться. ВКонтакте можно найти Алсу. Да, я с удовольствием приглашаю всех тех, да, кто согласен к нам присоединиться и обучать и нести эту информацию в массы, потому что мы не знаем, где мы можем оказаться, в какой ситуации, кому понадобится помощь. И сейчас особенно вот такой период, это лето, шашлыки, мы за городом, на даче. И в таких местах бывает зачастую труднодоступных, когда может просто скоро не успеть приехать. И поэтому очень важно уметь оказывать первую помощь. Мы эфирное время с пользой должны провести, Да, давайте, с ближайшее. удовольствием. И мы сейчас научим, постараемся, да. научим наших телезрителей оказанию первой помощи, например, при, ну сейчас это актуально, при тепловом ударе. Тепловой удар, Что нужно делать? Давайте Запоминайте, пожалуйста. Тепловой удар – это состояние, когда у нас происходит перегрев организма, да, за счет внешнего воздействия солнечной энергии, или даже, например, это может быть просто душное помещение. Автобусы, какие-то душные офисы. И просто человек в моменте может почувствовать, что у него появляется какое-то головокружение, какая-то слабость, такое онемение в теле, подташнивание, да, такое чувство какой-то душности, нехватки воздуха. И вот в этот момент люди, как правило, начинают просто падать. Они не сразу еще осознают, что им как-то не так, да, они пытаются держаться, типа бодрячком, не упасть. И в моменте они просто могут падать, да, и при этом еще и по пути получать какие-то черепно-мозговые травмы. Да, вот перетерпеть ни в коем случае нельзя. Вот здесь очень важно понимать, что когда вы чувствуете, что вам становится плохо, ни в коем случае не надо стесняться окружающих. То есть не надо пытаться там держаться оловянным солдатиком, да, таким стойким. Надо просто говорить о том, что тебе плохо. Да, мне плохо, цепляться за какие-то поверхности, на какие-то там, да, горизонты, хоть на пол, хоть на землю, куда-нибудь, просто говорить, что мне плохо, и просить помощи. И первое, что мы с вами можем сделать, это перенести куда-то пострадавшего, соответственно, в какое-то прохладное место. Это может быть какая-то прохладная комната, это может быть какая-то тень, но вот сразу куда-то его в лед, чтобы таких резких перепадов было, нежелательно. То есть, да, иногда так бывает, что сразу под душ, там обкладывают льдом. Вот такие резкие перепады для нашей сердечно-сосудистой системы, они очень тяжело переносятся. Поэтому просто уложить его, положить его на бок, потому что зачастую этих пострадавший начинается рвотный рефлекс, и положить его на бок, расстегнуть максимально все поверхности, да, то есть что можем? Расстегнуть рубашку, расстегнуть пояс, оголить ему, да, грудную клетку, взять какие-то полотенца, тряпки, подручные какие-то средства, намочить, приложить к колбу, приложить к груди, приложить к области крупных сосудов и приподнять ножной конец. Предложите ему воду и отпаивать. То есть по чуть-чуть предлагать воду. В идеале, конечно, это солевой раствор, но он у нас не всегда под рукой. Да? Это может быть минеральная вода без газа. То есть просто взболтать минеральную воду, выпустить из нее газ и по чуть-чуть человека отпаивать такой прохладной водой. При солнечном... А, это еще не все? Нет, это еще не все. Но если мы видим, что у нас человеку лучше не становится, естественно, мы вызываем скорую помощь. При солнечном ударе алгоритм действий При солнечном ударе, да, здесь очень важна Чем профилактика. отличается тепловой от профилактика. солнечного удара? Солнечный удар – это один из видов
теплового удара, который за счет именно прямого воздействия солнечных лучей. И здесь надо говорить, что в первую очередь в зоне риска это дети, потому что у них терморегуляция еще несовершенная. И даже вот в такую погоду, вроде кажется, на улице там плюс 20, ветрено, да, вот гуляют без головных уборов дети, и они в первую очередь подвержены как раз-таки получению солнечного удара. Поэтому дети на улицу летом всегда в головных уборах. Кепка, бандана, косынка, хоть что. И находиться в активные солнечные часы все-таки в тени дома. В тени, да, в тени деревьев, в тени парков где-то. То есть на активном солнце стараться не находиться. Но алгоритм оказания будет весь тот же самый, совершенно верно. Если человек поперхнулся, да. Тоже такая довольно-таки часто встречающаяся бытовая. Ну, здесь нужно разбирать два состояния. Первое состояние – это когда человек подавился или поперхнулся. Да? То есть кстати, да, это когда вещи. Частично подавился, так скажем. То есть это что-то мелкое, какой-то мелкий кусочек еды или народное тело, который попал в дыхательные пути, и он, соответственно, начинает вызывать у человека кашлевой рефлекс. Это нормально, это защитный рефлекс. И на самом деле мы просто стараемся зачастую его как бы вот подавить, да, типа ты кашляешь, особенно где-то в общественном месте, и ты стараешься сдерживать его. Вот это на самом деле опять же ошибка зачастую. Что нужно делать? Надо наоборот провоцировать кашлевой толчок, не стесняясь. То есть прям хороший кашлевой толчок, если я покашлю же норм, да, то есть прям... конечно. То есть за счет именно вот этого выталкивания воздуха, прям такой хороший кашлевой толчок, мы можем сами вытолкнуть инородное тело. Если же мы видим, что человек рядом кашляет, на самом деле у нас вот эта реакция, когда мы подбегаем и тут же начинаем стучать по спине. Да, то есть покажу на Дамире, да. То есть у нас подходим, вот люди сидят, да, в ресторане человек, и подходим и начинаем вот так просто кашлять. Вот от этого постукивания мы, наоборот, делаем еще хуже. Да, то есть мы не можем помочь. Серьезно? Конечно, вот в этот момент мы просто не спасаем человека. То есть если вы хотите действительно ему помочь, что нужно сделать? Надо человека обязательно наклонить. То есть его надо наклонить вперед и хорошие такие прям, да, толчки на провокацию кашля, то есть чтобы он откашлялся. В вертикальном положении нет, ни в коем случае. Надо вперед наклонить и создавать кашлевые толчки. Это если вот он прям подавился, да, не просто поперхнулся. Вот если он именно мелким. подавился чем-то мелким, вот он сидит в процессе еды, кусочек, крошка, вот начинает кашлять, прям провоцировать его на кашель. Если же он уже прям подавится, такой, что это будет большой, достаточно какой-то кусок еды, который закрыл просвет дыхательных путей, он даже кашлять не будет. Он сначала побагровеет, потом он посинеет, станет буквально серо-синюшного цвета через 20-30 секунд. Не смотрите на меня, пожалуйста, в этот момент, когда вы 20-30 секунд, и все. То есть по факту у нас на оказание первой помощи 60 секунд, потому что потом он потеряет сознание из-за гипоксии, то есть из-за нехватки кислорода. Подождите, а что делать в таком случае, если вот прям он и кашлять не может? Что делать? То есть вот мы видим человека, который не издает. Но взрослые, они, как правило, показывают. То есть они что делают? Они прям берут, они руками показывают, что вот, да, типа я дышать не могу, потому что звуков никаких нет. Да. И что в этот... Да, совершенно верно. Для что мы делаем? Я покажу. Да, вот, то есть он у нас никаких звуков не издает. Мы что можем в этот момент сделать? Мы находим у человека пупок. Да. Пупок нашли. И просто ставим над пупком большую вот руку, складываем таким образом 4 пальца, второй рукой сверху усиливаем. И движение будет не просто к себе, а движение будет как бы снизу вверх туда, под диафрагму. Можно я чуть-чуть вас энергичнее толкну? Давайте попробуем. Окей. То есть это будет примерно вот так. То есть, да, то есть вот такой кашлевой... Выходит воздух, знаете, да, вот, совершенно верно. И это абсолютно мной не контролировалось. То есть что происходит? Мы же под диафрагму создаем толчок для того, чтобы вышел воздух, и, соответственно, он вышел навстречу народному телу и вытолкнул его просто как пробку. Вылетела она. И вот таких кашлевых толчков мы делаем, то есть 5, 7 до тех пор. И можем это параллельно еще сопровождать еще и с постукиванием по спине, с наклоном корпуса вперед. На спасение жизни в этом случае всего лишь 60 секунд. Совершенно верно. Да, и здесь важно не растеряться. Почувствовал себя таким беспомощным, но и при этом почувствовал себя немного в безопасности, потому что чувствовалась такая профессиональная рука. А с детьми также? Вот, с детьми, да, особенно в период, когда у нас начинается, вот сейчас хочу сказать, что период, когда у нас начинаются ягоды. Да, у нас начинаются ягоды, и вот детям до 3 лет не рекомендуется давать ягоды в целом виде. Смородину, крыжовник, черешню, вишню, виноград, которые близки по просвету к дыхательным путям ребенка. И, соответственно, взяв полноценную, да, вот эту ягоду, он может просто закрыть просвет полностью. И в этот момент зачастую родители совершают какую ошибку? Они берут за ноги и начинают, соответственно, трясти
нести, да, ребенка. Выглядит И не вот очень. это, да, это крайне, на самом деле, опасно, может иметь последствия в плане того, что травматизация головного мозга здесь, вот такой риск Что очень делаем? есть. Что делаем? Каким образом мы оказываем? То есть мы ребенка берем под нижнюю челюсть, выдвигаем нижнюю челюсть двумя пальцем большим указательным фиксируем. Мы его кладем к себе на бедро, у нас при этом рука будет проходить под его грудиной. И мы делаем несколько таких толчков, достаточно уверенных. То есть это не просто вот такое похлопывание, а это прям такие хорошие удары, да, по межлопаточному пространству. То есть, опять же, задача вызвать компрессию между грудиной и позвоночником и вытолкнуть из него. Максимум пользы, да, у нас сегодня. Очень. Алсу Анварова, человек, которого вы можете найти ВКонтакте, записаться на ближайший курс абсолютно бесплатный по оказанию первой помощи. Я напомню, что вместе с нами сегодня была руководитель общественного проекта «Успей спасти жизнь». Это было супер важно, правда. Спасибо большое. Все о самом важном всегда здесь у нас в прямом эфире. Программа «Салям».